принципе, я хотела быть еще с детства, еще когда в школе училась. Понимала больше, конечно, вот мне склонялась к педиатрии, но когда уже училась, в процессе того, когда у нас началась практика, и больше мы уже общались с пациентами, причем разного возраста, меня больше все-таки вот именно и перетянуло в педиатрию. Думала, искала, в какую же вот еще вот узкую специализацию дальше продвигаться, и поняла, что аллергология, иммунология, то есть она непосредственно вот, очень связана тесно с педиатрией, с детьми, потому что у детей очень часто бывают аллергии и иммунные патологии. Расположить нужно к себе ребенка, чтобы он тебя не боялся. Разные, конечно, бывают случаи. Бывает, кто-то с порога уже открывает тебе рот, идет к тебе, ну, кто уже знает, да, вот у меня были такие случаи. Кто-то начинает плакать на приеме. В педиатрии есть еще такой нюанс, нужно находить общий язык не только с ребенком, нужно находить общий язык еще и с родителями. Начиная с банальных, в принципе, там появился насморк, кашель, да, у ребенка температура. Затем, в принципе, если касаться аллергологии, иммунологии, часто сыпи. Если там просят некоторые, которые только там вот начинают растут, да, вот там в 6-7 месяцев начинают прикорм, и за это просят рассказывать, то есть и в прикорм мы начинаем вводить, как правильно его вводить, чтобы это вот все было. Ну и, конечно, прививок тема, ну, как бы не обходит. Тема прививок очень обширная, и ее нужно обсуждать с родителями, потому что многие даже уже на момент появления ребенка еще летают где-то в облаках, не знают, что делать, не делать, что и как вот будет. И очень важно, в принципе, я думаю, мамам уже еще перед родами, то есть перед появлением своего малыша, когда уже есть, задуматься об этом вопросе. До этого, там, когда ты сидишь и советуешь мамочке, как лучше сделать там ингаляцию как-то или еще что-то, то есть какие-то такие мелкие советы, ну вот, даешь, а здесь уже в виде своего опыта, то есть то, что ты проверил, уже то, что ты сам попробовал, то, что действительно работает, уже делишься уже и таким опытом. Это только мое начало, нужно очень много еще работать, много учиться, как бы будет стимулом еще все дальше развиваться, не только как педиатр, но и иммунологом, аллергологом.